такое, что адрознівае человека от усіх інших живых істот на земле. И, безумовно, про слово можно передать самые разные подчутки, самые разные меркаванні, самые разные пожелания. Слово выховывая, формируя душу человека. Слово поэтичное, взнослое, прозаичное, слово публицистичное, слово педагогичное. И филолог – это, ведаеце, вельмі высокое звание. Усе гэтыя ипостаси слова, все гэтыя накірункі, значения слова, его у грамадстве, в житті человека, якраз относятся и до филолога. Потому что филологи, яны и педагоги, филологи, яны и письменники, филологи, яны и публицисты, яны и выховальники души человека. Когда яны идут в школьную аудиторию, то, безумовно, яны несут со своим словом почуття удячности нашим великим попередникам. Яны несут слово, якое убрало в себе всю историю культуры нашей, литературы. И особливо сёння вельмі важно, каб сённяшние сучасныя филологи, оволодавши усёй литературой сусветной, усім багаццем, якое назапашано нашими великими мыслителями, философами, литераторами, поэтами, прозаиками, драматургами. Это все треба филологу сучасному отчуть и все лепшее убрать в свое сердце, в свою душу, как пасля на практике передавать это своим учням, передавать это тем людям, за кем они будут працаваць. И для того, как мацаваць нашу едность, едность нашего громадства, пераемность поміж нашими поколениями, удячность нашим великим попередникам, якія столькі шмат створили для нас, починаючи от нашей державы, от нашей истории, от нашей культуры, нашей литературы. Я разумею, что когда взять 100 годов назад филологов, 200, и сегодня, сегодняшний филолог человек вельмі асаблівы. И отказность перед ним стоит еще больше, бо он может оперировать таким велизным богатством, назапашенным за это стагоддзе. Великая русская культура, литература, великая белорусская культура, литература. Вы разумеете, это такой огромный материк. И когда мы бачим, что где-то в свете обновляется русское слово, русской литературы, выключаясь программ, то это шлях у тупик, наоборот, узбагацівшыся гэтым великим богатцем. И оно належит всему свету, и оно належит всем народам. И в тем лику и нашу национальную культуру, белорусскую литературу, узбагачая высокое русское слово. Тому филолог – это настолько объемное, широкое, глубокое понятие. Это громадянин, это человек, это специалист, який про слово повинен мацаваць нашу краину, мацаваць наш народ, мацаваць нашу культуру, мацаваць нашу литературу. И открывать новое и новое. И передавать это богатство своим учням, тем людям, с якими они працуют. Ну, а я хочу сказать, что наглядный пример, образец филолога – это Златоуст, наш Михаил Павлович. Вот для чего нужно филологическое образование, чтобы донести людям красоту слова. Ну и потом, даже если филолог не станет писателем или поэтом в будущем, он может стать великолепным педагогом, он может стать профессиональным читателем, критиком, а это очень важно для людей творческих, то, как его прочитают. И поэтому профессиональный читатель для меня это тоже на уровне творца, то есть как бы соработник наш. Я очень благодарна филологическому факультету, который я закончила, благодарна всем преподавателям, всем, кто вложил в наши души свою теплоту,
теплоту своих душ, свой ум, мудрость. И желаю всем выпускникам счастливой жизни, творчества под мирным небом. Спасибо. Да, успехов в служении Слову, в служении нашей родине, в служении сябровству, супрацовництву з різними народами і країнами, тому що Слово, і воно завсюди служило добру, храсту, пригожості, сябровству, миролюбність. От справжнє слово. І справжній письменник сьогодні якраз який якраз допомагає чоловіку бути чоловіком з великої літери. Разобраться в себе. Так. І філолог якраз може відчути це храство нашої культури, нашої літератури багаті і донести його до нових поколінь. Кстати, вот у меня есть стихотворение, слово творчество, слово венец, завершение мысли, огласка, слово выкормыш, слово птенец, ртом согрет и дыханием обласкан. И именно это стихотворение давным-давно, когда-то я прочитала на съезде учителей белорусских, и профессор Мурина, Лариса Александровна. Да, Лариса Александровна, которая когда-то у нас тоже преподавала, сказала: ну-ка, мне это стихотворение сюда, давайте. И прошло какое-то время, она его поместила в учебник, в школьную программу. Поэтому это великая честь тоже, вот, которая достойна была от профессора. Ну, а филологічний факультет Белорусского державного университета, разумеете, это такая могутная школа мовознавчая, литературознавчая, литературная, культурная, эстетичная, человечная. Я так само вспоминаю наших выкладчиков. И декан у нас был один Волк так само, да. У вас хотел заканчивать белорусское-русское, литература смешанная факультет, вы чисто русское. Да. Вот. Это, разумеете, и до гонору вот закончить такой факультет Белорусского державного университета, где надаются такие фундаментальные веды, где кристаллизуется душа, где взбогачается таким могутным, высоким словом, как сказать, просто. Да? Ну, завсёды з вдячністю. Я завсёды, коли мене питають, откуда у вас такі веди, я говорю, филологичный факультет Белорусского державного университета. А я тоже вспоминаю преподавателей и помню, что замдекана Николай Михайлович Кипченко, он был как отец родной для студентов. Это потрясающе, как он отдавал свою душу. Великолепный человек. Вот низкий поклон. Низький поклон вам, наші шановні випускники. Ми вельми вас любимо, дорожимо вами, гоноримося вами і жадаємо вам плідної праці на ниві слова родного. Дякую вам. А у меня еще выкладчиками были Нил Симонович Гилевич, Нина Ивановна Гилевича, жонка, Олег Антонович Лойко, Ольга Васильевна Козлова, Радочка такого державного девича, Виктор Петрович Красней, Лазовский, ну, іншие востоки. Ось, да, Ромойший Вячеслав Петрович, как это торговля душа человека, это кладезь. Нина Викторовна Головко, которая вот курировала мою дипломную работу. И с этой работой о Чехове тоже предложила мне поехать в Ленинград на тот момент. И там мы выступали в университете. Так что очень много связано. Дякую, давайте не поривати нашої Традиції живуть, протягуються. Ми завжди хочемо з вами підтримувати совість і бачити вас на філфаку. Запрошайте. Запрошаю вас. Спасибо.